Удмуртской республики. Наталья Алексеевна Сударикова, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, Дмитрий Ахметович, Виктор Алексеевич, уважаемые коллеги. Ровно месяц тому назад с этой трибуны я говорила, что главный девиз этой летней оздоровительной кампании – безопасность детского отдыха и его доступность. И в результате мы с вами планируем получить в конце лета здоровых, отдохнувших и веселых детей, чтобы они могли приступить к новому учебному году. Что у нас сейчас? На начало оздоровительной кампании было в этом году очень непростым. И не только из-за ситуации в лагере «Дружба», но и в так называемом переходном периоде в части изменения уполномоченного государственного органа на уровне Российской Федерации и Министерства образования и науки. Несоответствие нормативно-правовой базы на уровне государства и требований к уровню безопасности затрудняет его как на этапе приемки лагерей, так и на этапе промежуточного контроля в ходе оздоровительной кампании. И как результат, и мы в этом году с этим столкнулись особенно остро, конфликты с собственниками частных лагерей, которые не всегда пропускают представителей межведомственной комиссии при правительстве Удмуртской республики для проведения мероприятий контрольных, руководствуясь федеральным законом номер 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора. Данным законом воспользовались и собственники детского оздоровительного лагеря «Волна» ООО «Премьер-сервис» и не пустили на территорию представителей не только межведомственной комиссии, но и инспектора Роспотребнадзора. Первая смена в этом лагере началась 10 июня 2017 года. Следующая плановая проверка Роспотребнадзором запланирована в лагере «Волна» на июль. И до этой проверки мы, к сожалению, пока не имеем возможности ознакомиться ни с условиями проживания детей, ни с оказанием их всего комплекса услуг. Но такая ситуация, коллеги, к сожалению, она по всей стране. Об этом 29 июня на селекторном совещании под руководством уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анны Юрьевны Кузнецовой было сказано, прокомментирована эта ситуация как издержки переходного этапа. И чтобы не срывать оздоровительную кампанию 2017 года, нам предложено работать по той нормативно-правовой базе, которая на сегодня существует. Еще одно не очень приятное обстоятельство в этом году, и не только для Удмуртской республики, но и для многих территорий. В этом году не будет софинансирования со стороны Федерации, направленного на детей в трудной жизненной ситуации, а это в предыдущие годы составляло 41 миллион рублей, что было очень хорошим подспорьем республиканскому бюджету для организации летнего оздоровления и отдыха детей этой категории. В целом, напомню, на организацию оздоровления и отдыха детей различных категорий в 2017 году республиканским бюджетом выделено почти 336 миллионов рублей. Всеми формами отдыха планируется охватить 88 тысяч или 50%, это только за лето, от общего количества детей школьного возраста. Из них 25 313 находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. В целом же за весь период 2017 года планируется охват на эти деньги свыше 120 тысяч детей или 70% от общего количества данной возрастной категории. Напомню, что у нас оздоровление идет не только летом, но и зимой, весной, во все каникулы, которые планируются в течение учебного года. За июнь 2017 года функционировало 667 организаций отдыха и оздоровления, в которых в первой смене отдохнуло 44 337 детей. Это большей частью дети, отдохнувшие в пришкольных лагерях. Такого большого охвата в июле и августе у нас не будет, потому что школы начинают подготовку к новому учебному году, и в большинстве из них школьные лагеря функционировать уже не будет. 6218 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули за этот же период. 242 подростка трудоустроено по программам временного трудоустройства. Они работают на сельхозпредприятиях, почтах, занимаются благоустройством территорий. 602 лагеря с дневным пребыванием,
на базе учреждения образования, социальной защиты населения и спорта. В них отдохнуло 38 093 ребенка. Функционировал 21 загородный лагерь. В них отдохнуло 4169 детей. 16 санаторно-оздоровительных лагерей, организованных на базе санаториев, профилакториев и республиканских детских санаториев. В них отдохнуло 1321 ребенок. Функционировало 45 лагерей труда и отдыха с охватом 482. 4 палаточных лагеря, в том числе лагерь Черемушка, он недалеко от города находится, 272 ребенка. Первая смена завершилась в 17 загородных лагерях и в одном стационарном лагере. Продолжается работа еще в 3 лагерях: «Елочка», «Пламя», «Солк» и имени Галины Кулаковой. В первой смене не зарегистрированы укусы клещей, массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и других критических ситуаций. Это очень хорошо, радует, будем надеяться, что эта тенденция сохранится и в следующие месяцы. За пределы Удмуртской республики организованными группами выехало 513 детей, в том числе 30 детей в международный лагерь «Артек» на 7-ю смену продолжительностью 21 день. В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании были обеспечены все необходимые комплексные мероприятия, заключены договоры на обработку загородных территорий, своевременно обработанные территории с барьером к началу первых и вторых летних смен и до конца летнего сезона продолжится повторная обработка. Общая площадь ее составит 447 гектаров. Деньги в необходимом количестве на эти цели выделены. Заключены все необходимые договоры на поставку продуктов питания в детские оздоровительные лагеря. При этом в ходе проверок Роспотребнадзором были выявлены и ставшие уже традиционными нарушения как в пришкольных лагерях, так и в загородных. Неправильно или вообще не заключаются договоры с родителями, не указывается информация о стоимости питания, выявлены недовесы, что особенно неприятно, готовых блюд, отсутствуют маркировочные ярлыки на продукты, без которых невозможно отследить сроки годности продукты. Есть нарушения по мытью посуды, нарушение технологии приготовления пищи. Огромная справка, которую нам представил Роспотребнадзор, мы над ней обязательно будем и уже начали работу. Надеемся, что и в июле и августе, а сегодня начинается массовый заезд в загородные лагеря 2-й смены. Надеюсь, что эти замечания будут учтены, и мы над ними обязательно поработаем. Отмечу, что практически все нарушения не касаются финансирования, а лежат в плоскости ответственного отношения к делу и напрямую влияют на безопасный отдых наших детей. В соответствии со штатным расписанием загородных лагерей приступили к работе 1502 работника, в том числе квалифицированные медицинские, педагогические кадры и сотрудники пищеблоков. Проведено обучение с аттестацией по санитарному минимуму работников и пройдены медосмотры всех сотрудников лагерей в полном объеме. В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Удмуртской республики в каждом учреждении здравоохранения изданы локальные акты, которыми утверждены лица, отвечающие за организацию работы по оздоровлению детей. Каждый загородный оздоровительный лагерь прикреплен к лечебному учреждению, которое осуществляет постоянный контроль за обеспечением лагерей необходимыми медикаментами и перевязочным материалом для оказания неотложной медицинской помощи детям. Наличием противоклещевого иммуноглобулина для проведения экстренной профилактики заболевания клещевым энцефалитом за проведением санитарных мероприятий. В соответствии с решением Межведомственной комиссии при правительстве Удмуртской республики по организации оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи с 6 июня и до конца августа 2017 года по графику осуществляются комплексные выездные проверки в загородные оздоровительные лагеря. Уважаемые коллеги, на прошлом аппаратном совещании я обращалась к главам муниципальных образований с просьбой о недопущении работы несанкционированных лагерей на территории муниципальных образований. И хочу сказать и поблагодарить администрацию Икшурбодинского района за проявленную бдительность и неравнодушное отношение к работе. И к просьбе к нашей. Лично Лекомцева Андрея Витальевича, он дважды нас в течение этого месяца информировал о том, и нас, и Роспотребнадзор о выявленных группах отдыхающих. В первом случае на территории базы «Радуга» были 2 заезда кадетов из Игринского района и города Сарапула.
Программа «Честь Идемею» рассчитана на 3 дня и не прошла конкурсную экспертизу и не попала в Республиканский реестр образовательных программ. Реализация данной программы в данном случае осуществлялась общественным объединением казаков. Туристическая база «Радуга» также не входит в Республиканский реестр. И во втором случае, это тоже по сигналу Якшур-Бодинского главы, 22 июня большая группа несовершеннолетних детей со взрослыми, в данном случае родителями, расположилась по адресу деревня Ижзабегалов, улица Пушиной, дом 27. В обоих случаях администрации незамедлительно были организованы выездные проверки и установлено количество отдыхающих детей, кем организуется питание, проведена беседа с организаторами групп. И если во втором случае в Якшур-Бодинском районе это были дети с родителями, и там как бы мы имеем полное право возложить ответственность за организацию этого отдыха на родителей, то вот стоит остановиться подробнее на организации клуба отеля «Радуга». На момент проверки руководителем группы был представитель, организатор основ безопасности жизнедеятельности средней общеобразовательной школы номер 2 города Сарапула. Я сейчас обращаюсь к администрации Сарапула. И Гринского района тоже, они по этой же программе отдыхали. Каким образом осуществляется контроль за выездом детей на отдых организованных групп за пределы муниципального образования? И хотелось бы от руководителей межведомственной комиссии этих районов получить письменное объяснение, каким образом дети из школ, из образовательных учреждений попали практически на несанкционированный отдых. Уважаемые коллеги, подводя итоги информации, с которой я сегодня перед вами выступаю, хочу сказать, что любая детская беда, которая случается во время отдыха, это всегда результат взрослых ошибок. Поэтому я еще раз призываю вас работать вместе, совместно и не допускать даже малейшей возможности возникновения ситуации, при которой наши дети попадают в сложную ситуацию, которая может повлечь беду. Еще раз хочу обратиться к руководителям межведомственных комиссий. Мы строго соблюдаем все наши решения и протоколы, которые вместе с вами принимали, и очень надеюсь на взаимное сотрудничество. У меня все. Готова ответить на вопросы. Коллеги, есть вопросы к Наталье Алексеевне? Наталья Алексеевна, спасибо. Я вас прошу тогда справку более подробную по нашим муниципальным образованиям. Кто в плюс, кто в минус. Тогда подготовить. И на следующем совещании мы снова коснемся этого вопроса. Те главы муниципальных образований, которые прозвучали со знаком минус, которыми есть замечания, пожалуйста, подготовьтесь. Соответственно, мы вас пригласим, и вы будете докладывать. Спасибо. Коллеги, 1 сентября 2017 года заканчивается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской республике, утвержденное постановление правительства Удмуртской республики от 15 апреля 2013 года номер 169. Вы помните, что 26 апреля мною было подписано распоряжение о создании рабочей группы по проверке качества законченных строительством домов и приобретенных жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации вышеназванной региональной адресной программы. И вы помните, почему это появилось распоряжение. Малопургинский район, Малая Пурга и из других населенных пунктов масса было замечаний и жалоб на качество нового жилья, которое построено по данной адресной программе. Соответствующее распоряжение было дано, и вот сейчас и о реализации региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда и о первых итогах проверки качества домов и жилых помещений Маринин Иван Васильевич доложит. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, действительно, реализация программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья является макрозадачей для всех регионов Российской Федерации, очень социально важная задача, поэтому в своем докладе я бы хотел остановиться на 3 аспектах реализации этой программы. Первое – это объемы и сроки, которые характерны для Удмуртской республики. Это вопросы качества и вопросы перспективы. Финансирование по данной программе
утверждено, все соглашения подписаны, все денежные средства по данной программе Удмуртской Республикой получены. Основная особенность реализации данной программы – практически 55% финансирования данного мероприятия берет на себя Российская Федерация. Определены для каждого региона, в том числе для Удмуртской Республики, объем площади, количество семей и количество граждан, которые должны будут переселены. Следующий слайд. Соответственно, эти показатели разбиты по этапам, по каждому году. И Удмуртская Республика, как и все остальные регионы, находятся на контроле по срокам реализации каждого из этапов. Следующий слайд. Право выбора способа переселения граждан из ветхого аварийного жилья предоставлено органам местного самоуправления. Как показывает анализ, представленный на слайде, органы местного самоуправления выбирают в основном два способа реализации. Это строительство нового жилья, когда муниципалитеты выступают заказчиками по строительству, либо приобретают на конкурсной основе так называемую долевку. Это уже статистика от июля месяца, и в принципе за 2 месяца она не изменится. Следующий слайд. Особо хотел бы остановиться на реализации этапов 2016-2017 года. Этот год является завершающим для реализации программы. Здесь мы должны будем расселить в рамках этого этапа 158 домов общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Хотелось бы отметить, что ряд муниципальных образований из 13, которые участвуют в завершающем этапе, ряд муниципальных образований досрочно освоили указанную программу. Теперь по ситуации, учитывая, что все-таки 2 месяца осталось, очень небольшой срок, информация, как выглядит реализация программы конечного этапа по районам. Значит, как вы видите, первые 6 муниципальных образований полностью законтрактованы. Это Увинский, Якшурбодинский, Камбарский, Кесский, Алнашский районы и город Сарапул. То есть в данном случае все помещения, которые предполагается расселить, обеспечены соответствующим контрактом либо договором предоставления жилого помещения. Несколько хуже ситуация в Ижевске, Завьяловском, Болезинском, Сарапульском районах. Здесь показатели связаны с тем, что не все контракты заключены. Ряд помещений будет предоставлено путем выкупа, либо покупки жилья на рынке, на вторичном рынке. Соответственно, пока не все помещения, находящиеся в аварийных домах, обеспечены контрактами. Ну и пока мы видим по заключению контрактов 3 проблемных у нас ситуации. Это Глазовский район Глазов и город Воткинск. Еще раз повторяю, это по количеству заключенных контрактов по жилым помещениям. Следующий слайд. Ну, здесь та же самая информация, только в людях в квадратных метрах. Следующий слайд. И вторая зона риска, я об этом уже тоже докладывал. У нас в июне месяце было большое координационное совещание с правоохранительными органами. Это вопросы строительства. Там, где идет строительство в рамках этой программы, соответственно, сроки 1 сентября осталось менее 2 месяцев. И вот на представленных фотографиях видно, насколько мы успеваем к указанному сроку. Соответственно, вот Завьяловский район и Сарапул, я думаю, что у нас успеют, если сильно напрягутся. Но по Глазову у меня очень-очень большие сомнения. Я лично выезжал на данные объекты, работы ведутся, но темпы пока не позволяют нам говорить о том, что до 1 сентября мы уложимся в указанные сроки. Соответственно, скорость, если мы будем сейчас нагонять скорость, то будет страдать качество выполняемых работ. Учитывая дождливый сезон, намокание стен, все это потом у нас с вами вылезет в обоях, которые будут отслаиваться и так далее. Иван Васильевич, прерву. Коллеги, соответственно, кого это касается, в первую очередь Глазов, да, наверное, и Сарапул, и Завьяловский район. Напрягаться в ущерб качеству вот категорически нет. Сдать для формы, для протокола, тем самым обманув людей, и потом латать дыры, нет. Да, придется, наверное, возвращать средства,
мы в этом уже поднаторели. Ну, что теперь делать? Будем делать выводы, но и оргвыводы в том числе. Если средства были вовремя доведены, федеральные и региональные, и вы не успели, коллеги, ну, придется за такую работу отвечать. Но еще раз повторюсь, ускорять какие-то процессы в ущерб качества категорически запрещаю. С президентом мы на эту тему говорили, позиция однозначная. Мы строим не для того, чтобы на бумаге или где-то на Первом канале доложить о том, что 100% все исполнено. Для того, чтобы туда переехали люди и жили там комфортно. Пожалуйста, дальше. Следующий слайд. Поэтому особым вопросом действительно остается для нас качество построенного жилья. Все методические рекомендации, уважаемые коллеги, я обращаюсь к главам, вы знаете, есть, как проверять качество построенного жилья, в том числе и в рамках заключения контрактов по долевому строительству. Это приказ Минстроя России. Ранее у нас находилось на контроле до, скажем так, весны 2017 года 32 обращения по 27 домам. Вы видите на слайде все муниципальные образования, которые у нас в рамках обращения граждан, я подчеркиваю, встали в реестр по замечаниям. То есть раньше Александр Владимирович ставился в реестр дом по замечаниям и по контролю за устранением этих замечаний по обращению граждан. То есть заявительный был характер. И таких обращений у нас было 32. По вашему поручению была создана рабочая группа. Здесь главенствующую роль у нас выполняет УНФ. Были проверены 204 многоквартирных дома. Сплошная проверка с заходом во все квартиры. В рамках этой комиссии принимали участие сотрудники нашего Министерства государственной жилищной инспекции. Но сейчас я дальше остановлюсь на количестве выявленных нарушений. Но основные нарушения, их два типа, на наш взгляд. Это прежде всего строительные недоделки, которые, на наш взгляд, некачественными выполненными работами вызваны. Ну и, соответственно, сотрудники администрации муниципальных образований должны были видеть указанные нарушения при приемке и подписании документов. Но, коллеги, я понимаю, что у нас дома до 3 этажей не поднадзорные, и вроде как не обязательно ввести строительный надзор. Но я докладывал об этом уже в июне. Коллеги, отличить двухкамерное от трехкамерного стеклопакета, ну или там однокамерного, да, но это, коллеги, может и не специалист. Но на всех документах, актах приемки стоит подпись конкретного сотрудника администрации. Соответственно, вот это вызывает удивление, когда мы начали выявлять нарушения. Еще в мае месяце были начаты проверки. Соответственно, другие администрации ждали, когда к ним придет УНФ или нашей комиссии. Вот, коллеги, здесь я немножко не понимаю вас. Я обращаюсь к муниципальным образованиям. Вы все, можно поднять в любой момент документы. Эта программа не старая, она вот 5 лет всего. Соответственно, надо обращать на это внимание и готовиться их заранее. Ну и, соответственно, это вопросы эксплуатации. Действительно, есть ряд фактов, которые вызваны тем, что люди не проживают в данном жилье, а возможно, они не проживают как раз из-за вопросов качества. Но, соответственно, мы наблюдаем там отслаивание обоев, там, разрушение окраски потолка и так далее. Но, Александр Владимирович, я должен доложить, что по данной работе, следующий слайд, по данной работе все замечания взяты на контроль. Вот та таблица, которая раскрывает результаты проверки. Есть у нас антилидеры, есть лидеры в данном реестре замечаний. Но надо отметить, что если, допустим, заходим в дом и видим в каждой квартире отклеились обои, то из 3 квартир это 3 замечания, соответственно. То есть, может быть, замечание всего одно, все строительные конструкции нормально, все хорошо, но обои из-за влажности, потому что дом как раз сдавали в декабре, не просохли стены, и, соответственно, обои отклеились. Но это будет как зафиксировано за каждое нарушение. И по каждому нарушению мы будем отслеживать их устранение. Значит, срок, который дается на устранение данных замечаний, Александр Ильич, 2 месяца.
Эта информация доведена до всех муниципальных образований, до всех подрядчиков. И вот практически с конца мая этот срок пошел для тех муниципальных образований, в которых прошла проверка. Иван Васильевич, прокомментирую. Вот в тех ситуациях, когда дом сдавался зимой, да, или он был сдан, но не эксплуатировался, то есть надо к этой теме подходить объективно. То есть если люди, получив жилье, не заселились туда и, соответственно, не отапливали, там еще что-то не делали, и там обои, штукатурка, что там еще, это надо с этим пониманием брать на контроль, но то есть здесь там крамолы сильно не видим. Но мы же с вами были в домах, где, значит, в 2 пальца щели в полу, соответственно, трещины по стенам. Вот здесь, значит, коллеги, пока у нас идет такой формат добровольно-принудительный, устранение, значит, вот этих недостатков и замечаний. По итогу этого срока, 2 месяца, еще раз будем все проверять. Если будут не устранены, ну, тогда будем мы взаимодействовать с правоохранительными органами. Я вас предупреждаю, потому что то, что я увидел в Малопургинском районе, в Малопурге, это не про нарушение в, значит, порядке эксплуатации. Это в лучшем случае халатность, а скорее всего это такая преступная халатность. И я уже тогда говорил, и сейчас хочу повторить. Вот есть время для того, чтобы устранить эти нарушения. В каждый из этих объектов сам лично приеду. В каждый. Вот у нас Сюмсинский район на повестке, тут 5 числа, по-моему, да, у нас? Вот я постараюсь заехать и сам лично убедиться, что там происходит, и как там идут устранения замечаний. Дальше. Следующий слайд. Особо остановлюсь на Малопургинском районе. Коллеги, здесь по поручению Александра Владимировича обошли все квартиры и все замечания взяли под роспись у жильцов, которые там проживают. И даже нашли тех, которые не проживают в данных квартирах. Надо сказать, что результатом этой работы стало то, что подрядчик приступил к устранению данных замечаний. И, как вы видите на представленных фотографиях, без дополнительных финансовых ресурсов, которые изначально просил подрядчик и считал, что он все выполнил по контракту, все замечания устраняются. Следующий слайд. Особо хотел бы остановиться на теме домов, признанных после 1 января 2012 года. Значит, в рамках предыдущей программы, которая сейчас у нас закрывается, 111 тысяч квадратных метров, более 600 домов мы переселяем за эти 5 лет. Но если осмотреть ситуацию с домами, которые признаны после 1 января 2012 года, то ситуация ровно такая же. 684 дома признаны аварийными, из них 591 на квартирный дом, то есть которые фактически являются зоной ответственности органов власти по переселению. И здесь проживает более 6 тысяч человек. И плюс 348 домов, которые еще пока не прошли процедуру признания по 47-му постановлению правительства, соответственно, но уже имеют износ более 80%. Это наши потенциальные аварийные дома. Таким образом, по масштабам мы можем говорить, что у нас еще 2 программы, которые мы реализовывали за предыдущие 5 лет, которые мы должны с вами расселить. Следующий слайд. Мы провели экспресс-анализ по расположению данных домов на предмет привлекательности и вовлечению данных земельных участков в развитие, значит, строительства в данных муниципальных образованиях. Ситуация выглядит следующим образом. 27% привлекательны для инвесторов. Это либо центральное расположение в муниципальном образовании, либо рядом имеется возможность дополнительно снести частный сектор и так далее, и построить многоквартирные дома. Но это в основном города Удмуртской республики, столица и города Удмуртской республики. 10% это дома, находящиеся в санитарно-защитной зоне. Там невозможно строительство жилых домов, но возможно коммерческое использование в рамках производственных площадок. И эти земельные участки могут быть теоретически проданы с торгов муниципальным образованием и, соответственно, быть получены доходы от продажи земельных участков. Ну и 15% это дома в стесненных
скажем так, зонах малоэтажной застройки, но тем не менее, на наш взгляд, они также могут быть вовлечены в развитие данного муниципального образования. Здесь можно разместить спортивные, торговые объекты и другие. То есть там тоже можно говорить о том, что данные участки могут быть привлекательны для неких инвесторов. Ну и 48% основная доля, которая на сегодняшний день есть, это дома не привлекательные, скажем так, для инвесторов, потому что находятся либо на окраине, не имеют, соответственно, проездов, каких-то коммуникаций. И по мнению муниципальных образований невозможно туда будет привлечь инвесторов для того, чтобы построить там какой-либо объект. Как правило, это объекты, находящиеся в сельской местности. Александр Ильич. Следующий слайд. Как мы видим реализовывать программу в дальнейшем? По информации, которую мы черпаем в диалоге с Минстроем Российской Федерации, фонд реформирования ЖКХ Российской Федерации продлен пока до 2019 года. Соответственно, мы предполагаем, что будет выделено финансирование, пока мы не понимаем, какое по объему, но уже в кулуарах говорят, что это будет, поэтому я не буду заранее ангажировать какую-то сумму, но это не тот масштаб, о котором можно говорить, исходя из моих предыдущих слов, по объему накопленного аварийного жилого фонда. Поэтому мы предлагаем органам местного самоуправления разработать муниципальные программы, которые будут включать в себя следующие мероприятия. Прежде всего, это перевод имеющихся нежилых помещений, не используемых муниципалитетом, в жилые помещения. Этот опыт, который мы опробовали в Сарапуле, это поселок Симониха, значит, и здесь себестоимость переселения 15 тысяч за квадрат. Данную программу мы реализуем 30 тысяч за квадрат, когда покупаем на рынке или участвуем в долевке. Соответственно, это говорит о том, что такой способ возможен, и он даже эффективен с точки зрения расходования бюджетных средств. Следующий вариант, который возможен, это развитие застроенных территорий за счет инвесторов. Надо сказать, что вот мы, если в городе Ижевске осмотримся, то мы видим, что инвесторы уже идут по этому пути. Взять примеры АСПЭК, компания, которая у нас по улице Советской расселила бараки. Взять наш кировский городок Уралдомстрой. То есть инвестор без помощи даже, скажем так, бюджетных средств находит данные привлекательные участки, на которых имеются эти бараки, и идет вперед. Соответственно, сейчас надо провести такой анализ всех территорий на предмет вовлечения данных участков и предложить их инвестору. Значит, следующий момент – это вовлечение неиспользованных земельных участков под сносимыми или уже снесенными аварийными домами. Коллеги, вот 683 дома мы в рамках программы этапа 2012-2018 года расселим. Здесь освободятся земельные участки. Еще порядка 600 участков было оселено в предыдущей программе. Более 1000 участков в Удмуртской республике в настоящий момент освобождено. С моей точки зрения, будет более правильно, если доходы от продажи данных земельных участков будут направлены на продолжение программы сноса ветхого аварийного жилья. Я понимаю, что у муниципалитетов есть вопросы пополнения доходной части бюджета, потому что по закону все доходы идут на погашение дефицита. Но тем не менее, коллеги, надо говорить о том, что иначе мы сейчас освободим или уже освободили земельные участки, но не вовлекли их в дальнейший оборот и не продолжили программу сноса ветхого аварийного жилья. Ну и, соответственно, это следующий вариант, который я говорю, это вариант с российской программой. Как это будет, либо в виде льготных кредитов, либо целевых сертификатов, как это было по ветеранам войны. Это касается тех домов, которые невозможно найти инвесторов, тех участков, под которых невозможно найти инвесторов, и там они находятся в стесненных условиях. Соответственно, вот по данным объектам надо продолжать программу с участием все-таки финансирования бюджета и Российской Федерации, и Удмуртской Республики. Следующий слайд. В завершение своего доклада я хотел акцентировать внимание уважаемых коллег на выполнение следующих задач. Срок 1 сентября, он есть, он существует для всей Российской Федерации. Понятно, что нужно следить за качеством построенных жилых помещений, но напоминаю, коллеги, за каждый день просрочки 5000 штрафов за каждое жилое помещение.
Соответственно, это та финансовая нагрузка, которая ляжет на бюджет муниципальных образований. И меня вызывает удивление, мы, коллеги, почти ежемесячно с вами встречаемся, выезжаем, говорим о том, что необходимо проводить конкурсы, но на сегодняшний день еще по ряду муниципальных образований конкурсы не состоялись. Соответственно, вопросы по качеству будут проверены не только 204 дома, но и все остальные дома, которые будут построены в рамках данной программы. И, соответственно, каждое замечание, которое будет выявлено, будет взято под личный контроль. Ну и, как я уже сказал, нам нельзя останавливаться на реализации данной программы. Нужно двигаться в рамках продолжения этой программы по домам, признанным после 1 января 2012 года. И здесь бы, Александр Владимирович, я бы предложил до 1 сентября, чтобы все муниципалитеты представили муниципальные программы в рамках своей площади аварийных домов. И эти программы были приняты до 1 января 2018 года, с учетом тех предложений, которые я обозначил. Доклад закончен. Да, Иван Васильевич, спасибо. Ну, здесь будет несколько комментариев с моей стороны. Первое про эффективность. Как-то я пытаюсь вот вшить эту новую категорию и ориентир, но не получается. 5 тысяч, да? Каждый день просрочки. Учились, общались, в том числе говорили про эффективность. Ну, я терпеливый, буду еще ждать решений и предложений. Из элементов, я обращаюсь ко всем, у нас всегда будет открытый, честный диалог в прямом эфире, и мы ничего здесь скрывать не будем. Вот у нас города прилично закредитованы. Станислав Петрович, общая сумма 4 миллиарда 600 там с чем-то миллионов рублей. Я сейчас на подумать, да, большая часть, Юрий Александрович, у вас 4300, но тем не менее есть и в других городах. Вот пока я буду говорить, вспомните свои объемы кредитных средств. Я вот здесь предпринимателей вижу, вот, значит, и Шутова, и других. Один из элементов в бизнесе – это постоянно стремиться понижать стоимость своего кредитного портфеля. У нас есть в некоторых городах кредиты мы брали в банках под 15,5%. 14, 13,6, 12 там с половиной и так далее. 3 месяца мы с вами работаем. Но вы должны стучаться к министру финансов, ко мне, и говорить: слушайте, учетная эта ставка Центрального банка падает, может быть, мы поговорим, может быть, вы за нас-то там прогарантируете, давайте стремиться снижать. У нас предварительные переговоры прошли, у нас уже один есть банк, который готов взять весь портфель, все, Юрий Александрович, и ваш, и всех остальных, за 10%. Экономию считайте, она огромная. В среднем 3,5 пункта. Ну-ка посчитай, в среднем 3,5 пункта. Там уточним. На 4,5 миллиардов рублей. Или для этого тоже нужно выделить средства, чтобы на них нанять экономиста, чтобы он подсчитал. И так очень во многих вещах. В том числе по переселению из аварийного жилья. И в Ижевске, и в других городах есть фонд жилой, нежилой, который либо не используется, либо необходим ремонт, как это было в Сарапуле. Но, коллеги, еще раз, вот у вас линейный такой вот формат мышления, а что тут, значит, делать, как тут нам программу, какая тут может быть программа? Деньги давайте из бюджета, будем строить и покупать. Сколько у нас, Юрий Александрович, мы нашли помещений, которые отремонтировать можно использовать? Там 60 с чем-то, да? В Ижевске, которые можно отремонтировать, там будет 15 тысяч, ну точно не 30 тысяч квадратный метр. Снова вот мне нужно вникнуть, вот мы сидим тут, значит, с командой, аналитиками, и все считаем. Я могу сказать, вот такие по мелочам, по копеечкам, где-то на 1 миллиард рублей. Здесь не нужна высшая математика, здесь не нужен MBA. Ну, сколько можно еще говорить о том, чтобы вы обратили внимание на свои резервы? Не буду говорить
называть муниципалитет и главу, который мне пишет: вот мне нужно 4 миллиона на то, чтобы там все окна и так далее, и так далее. Да, конечно, найдем 4 миллиона, если уж нас... Но мы посмотрели другую там статью и посмотрели объекты, которые можно использовать в экономическом обороте. А там тишина. Это первое. У меня есть конкретный вопрос, Иван Алексеевич. Помните, мы в Малой Пурге, когда нам жители, которых переселили, говорят: зачем нас переселили, мы не хотели, у нас после подтопления деньги на ремонт дали, мы все отремонтировали, у нас то жилье было лучше, чем это. Мы начали выяснять, один из участков каким-то образом потом ушел нашим бывшим коллеге, заместителю председателя правительства. У нас есть по данной ситуации понимание, что там произошло? И вы правильно очень вопрос подняли. Те участки, которые высвобождаются, их надо, значит, эти земли в оборот и использовать. Либо действительно от реализации пополнять бюджет на, соответственно, на реализацию этих программ, либо выкупать, ну и так далее. Вот с этим участком конкретно какая ситуация? Значит, ну я отдельно доложу по этой ситуации. Но я другое могу сказать, что... Секундочку, я прошу к следующему совещанию публично все те наши выдающиеся деятели, которые, извините, но буду корректно говорить, ниже по рынку получили лакомые куски в центре там городов, их озвучить. Либо до этого момента отчуждение, дарение и так далее. Я обращаюсь и к главам муниципальных образований, и к коллегам-чиновникам. С моей стороны к вам уважение. С вашей стороны. Мы не самый низкооплачиваемый, значит, слой населения в Удмуртской республике. Ну что же мы допускаем? Мы человека переселяем в картонную коробку, а этот участок в центре города себе забираем. На следующем совещании прошу озвучить, по этому вопросу отдельно я попросил разобраться. Скрывать мы от людей ничего не будем. Полный, тотальный контроль, полная прозрачность. Учиться будем вот так работать. Другого формата не будет. Я вам доложу потом, там есть нюансы. Никаких нюансов нет. Я вот еще даю неделю на вот устранение этих самых нюансов, если кто-то не хочет прозвучать вот на аппаратном совещании. Люди пашут сутками за 20-25 тысяч. Или как вот женщина, которая 38 лет отдала всю жизнь преподаватель музыки в детском саду. Ты помнишь? Это первое. Далее. У нас было, соответственно, вместе не занимать позицию, что вот они там, все чиновники виноваты, пусть они делают, пусть обеспечат. После визита президента тут шквал звонков пошел. Шквал. Те 11 семей, которые мы предполагаем, нужно в первую очередь, это вне программы по переселению из аварийного жилья. Это поручение президента Российской Федерации. При этом я вам могу сказать, вот тот дом на Песочной, Юрий Александрович, вы туда съездите и все посмотрите, даже если он не признан аварийным, срочно расселять. То, что я увидел, это катастрофа. И мы таким должны путем действовать. Я дал поручение провести инвентаризацию по всем тем объектам, которые уже признаны аварийным. Как они принимались? Коллеги, я обращаюсь теперь к чиновникам. Не допускайте спекуляций. На Песочной не признан аварийным, а некоторые другие, которых в прошлом году еще и капремонт был, признаны аварийными. По всем эпизодам будем разбираться. По каждому обращению от граждан будем разбираться. И все это будет публично. Привыкайте к этому. Мы ничего за скобки там вне публичного совещания выносить не будем. Все фамилии будут звучать, все объекты будут звучать и с той стороны, и с той стороны. Ну и что касается строителей, инвесторов, да, действительно, у нас есть хорошие проекты реализованные. Аспект здесь был, и
как там, другая компания, Уралдомстрой. Но хочу к строителям обратиться, коллеги. Мы один из немногих регионов, где, получая большие площади под коммерческую застройку, строители не участвуют в объектах социальной сферы и в благоустройстве. В тех же Татарстанах, Москва и Московской области можно даже не заходить с предложением, если ты там тысячи квадратных метров, десятки застраиваешь и не строишь детский сад. Такого больше не будет. Мы будем садиться за стол переговоров и считать экономику. Если экономика, что называется, летит, там достаточная маржа, чтобы вы еще и поучаствовали в социальных объектах. Это надо делать. То же самое касательно, Иван Иванович, здесь. У меня уже есть одно предложение сформулированное. Вот такое. Давайте я там типа 10 семей расселю, а вы мне дадите вот этот участок. Это здесь у нас почти на площади. Почти на площади тут с краю. Я свечку поставлю. Но я посчитал экономику. Так там надо не 10 семей. Там надо 50 расселять. Мало того, еще и, ну, как-то вы там поучаствуете, или в чем, ну, там, сети, еще что-то. Обалдеть. Это не те инвестиции, это не те позитивные примеры. И еще раз, мы все будем подводить вот за эмоциональным посылом. Я готов разместить, вы там дайте мне часть Ижевска. Будет экономика. Поддерживать наших там строителей, дорожников. У нас в воскресенье большие там разговоры были. Мы считали очень многие вещи. Привыкай, моделировать будете по-другому. Должно быть, естественно, выгодно застройщикам, безусловно. Тут никто, так сказать, альтруизмом не предлагает заниматься. Но должен быть баланс. Это отдельная тема, коллеги. Все, что хотел по этому вопросу сказать, Иван Васильевич, если у вас к нему нет вопросов больше, то присаживайтесь. Спасибо. Еще одна тема важнейшая. Тут несколько вопросов у нас осталось, коротких. Я вхожу в Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который возглавляет президент Владимир Владимирович Путин. Президиум этого Совета возглавляет председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Это говорит о той важности этого Совета и о важности тех решений и тех проектов, которые на этом Совете утверждаются. Один из таких важнейших и ключевых проектов – это безопасные, качественные дороги. Проект ориентирован на строительство, ремонт и строительство и реконструкцию дорог в агломерациях. Вошли несколько регионов, в том числе и Удмуртия, город Ижевск. И Ярослав Владимирович Семенов коротко прошу доложить по этой теме. Вы знаете, что практически с самого начала мы дорожное хозяйство вывели в казначейское сопровождение и сформировали рабочую группу. У нас есть уже результаты и по проекту БКД, безопасной качественной дороги, и по остальным вопросам. Ярослав Владимирович, только попрошу коротко о главном. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Хотел бы в двух словах остановиться на проекте «Безопасные качественные дороги» и на деятельности рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства в Удмуртской республике. Как сказал Александр Владимирович, год назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о создании Совета, и с первых дней Александр Владимирович входит в состав Совета, и поэтому на органах исполнительной власти республики лежит повышенная ответственность по реализации тех проектов, которые направлены на улучшение состояния, в том числе дорожной отрасли. Что касается задач проекта «Безопасные качественные дороги», есть 4 важные задачи. Первое – это обеспечение безопасности дорожного движения на дорожной сети. Обеспечиваться эта задача будет путем улучшения состояния освещения, светофоров, установки так называемых дорожных полицейских. И следующая задача – это проведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Третья задача – устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций. И четвертое – повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети. Проект разделен условно на 2 этапа, до и после 2018 года. До 2018 года проекты будут реализовываться в части так называемых некапиталоемких направлений, а уже после 2018 программа будет реализовываться в части капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией дорог.
Это делается для того, чтобы за период до 2018 года определить регионы, которые способны эффективно осваивать денежные средства, не допускать срывов сроков, нарушения технологии производства и показывать эффективные результаты по планированию. Визит руководителя Росавтодора по дорогам, проходящим в том числе на территории Удмуртской республики, показал эффективные результаты выполнения работ. Вместе с тем, на совещании, которое проводил министр транспорта, были указаны на недостатки в нашей работе, недостатки, связанные с тем, что мы не всегда объективно отражаем информацию в так называемой системе «Эталон». Повторюсь, это не касается производства работ, это вопросы точечные, детальные, которые мы с Миндортрансом будем отрабатывать и в плотной связи с коллегами из федеральных министерств будем держать руку на контроле. Два слова хочу сказать в отношении Ижевской городской агломерации. Как вы знаете, она включает в себя территорию 10 муниципальных образований. Общая протяженность дорог 1533 километра, из которых 239 километров относятся к дорогам федерального значения. К сожалению, у нас не удручающие данные на конец 2016 года в отношении качества дорог. Только 36,6% отвечают нормативным требованиям. Причем 63 из них относятся к федеральным дорогам. Еще один показатель количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий также республику не красит. И к концу 2017 года показателями являются отремонтировать 131 километр дорог, 9 километров дорог обустроить освещением, 900 метров барьерных и 800 метров тросовых ограждений. И, пожалуй, самое главное, это сокращение вдвое количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, на конец года будет соответствовать требованиям 45,2% дорог, из них 81% федеральных дорог. Ярослав Владимирович, перебью. Можно не путать в проценты? Безопасные, качественные дороги. Город Ижевск. Сколько по программе будет отремонтировано в 2017 году? В 2017 году на Ижевске 131 километр дорог. В Ижевске 131 километр дорог. Ну и кроме того, как вы... Есть у нас информация за счет экономии средств, которые в результате торгов по ИП, сколько у нас еще дополнительно мы отремонтируем? Если мне не изменяет память, 9,5 тысяч дорог мы отремонтируем. Это вот участки от... 9,5 километров, наверное. 9,5 тысяч квадратных метров покрытия дорог. Окей. И в двух словах хотел бы остановиться на деятельности рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства. Перебью, коллеги. Да. Когда Старовойт Роман Владимирович был у нас здесь рабочим визитом, мы, в общем-то, при нем инициировали и запустили проект «Дорожный контроль». У нас много некоммерческих организаций, общественных объединений, да и просто гражданских активистов, которые в этом направлении работают, следят за дорогами, информируют нас о состоянии дорог. Некоторые идут дальше, как эксперты выступают и нам достаточно качественную информацию доносят. Соответственно, мы решили их всех объединить вот в таком общественном проекте «Дорожный контроль». И вот первые результаты, Ярослав Ильич, доложите. К нам обратились коллеги обратились, общественники, к Александру Владимировичу с целью создать этот совместный проект. И на прошлой неделе у нас состоялось первое выездное заседание. Мы посетили деревню Туташево Можгинского района, поскольку она стояла первой в списке дорог, которые будут отремонтированы в 2018 году. Исходные данные: 7 километров дорог от деревни Большой Кибьи до Туташева подлежат ремонту. Смена покрытия, при том, что, внимательно посмотрев на состояние дорожного полотна на этом участке, невольно и общественники, и местные жители задаются вопросом, а не целесообразнее ли было бы оснастить дорожным покрытием всю деревню Туташево, а на той дороге, которая будет ремонтирована за больше, чем 100 миллионов рублей, укрепить участки, которые в половодье либо в сильные дожди затрудняют проезд. Поговорили с председателем, поговорили с водителем школьного автобуса, прошу прощения, и однозначное решение принято, что необходимо посылать туда специалистов. На этой неделе направим группу для того, чтобы осметить измененный ремонт, согласовать эти изменения с Федерацией, поскольку здесь финансирование со стороны Российской Федерации, и выходить на более эффективные решения.
Спасибо, коллеги. Еще раз, вот этот сюжет потом, этот кейс потом давайте на следующем аппаратном совещании разберем. Это опять же про эффективность. На 100 миллионов рублей выделяется на какой участок? 7 километров. 7 километров. Вместо этого мы подремонтируем те точечные участки, которые создают проблему, если это получится. А на сэкономленные средства у нас там может быть и мост отремонтирован, и мы дополнительно отремонтируем дороги внутри деревни. Даже не отремонтируем, просто положим их, там не было никогда. Даже там, где не было дорог. Вот это про эффективность. Я всем главам муниципальных образований прошу обратить на это внимание. Мы очень часто, я тоже тут проехался по одному участку, я ничего не понял, как его ремонтируют. 3 километра убитой дороги, метров 500-200 хорошего участка. Опять 3 километра убитой, там, метров 500, ну, может быть, я не понимаю в технологиях. Но, в общем, обращаюсь к коллегам, еще раз повторюсь, главам муниципальных образований. Посмотрите, может быть, не стоит там, с учетом того, что у вас в населенных пунктах проехать и пройти невозможно, может быть, по крайней мере, на этот год отремонтировать какие-то участки, остроту снять, но зато там, где вообще нет никакого покрытия и невозможно осенью и весной проехать, там отремонтировать, там положить дорогу. Возможности для этого по всей, вот как этот сюжет показывает, есть. Ярослав Владимирович. Последнее, Александр Ильич, на чем хотел остановить. Мы сейчас тщательно изучаем сметы на содержание подведомственных учреждений. Но в данном случае я говорю про дорожную сферу. И выйдем с предложением к вам для того, чтобы провести некую коррекцию, потому что это касается в части и так услуг, в кавычках, необходимых для обеспечения деятельности организации основных средств и других моментов. И в конечной закупка. Да, спасибо. Присаживайтесь, коллеги. Что касается наших подведов, акционерных обществ, МУПов и так далее, отдельно будет доклад. У нас много интересного, очень там по 2 миллиона, по 4, по 6 консультации. Я тут прочитал, вот консультацию одну, значит, оказывают, вопрос задают, блюдо, как приготовить индейку. Я думал, это шутка. Нет, за нее мы заплатили сколько? 269 рублей? За каждую такую консультацию 269 рублей. Что такое улей? Что такое пасека? Ну и так далее. То есть, я не знаю, создатели Википедии были бы счастливы за вот каждый такой запрос 200 рублей получать. Я допускаю, что это возможно. Но я жду вот от министров по поводу эффективности, оптимизации расходов. Пока ни от кого не дождался. Ну, сами мы проверяем. Все вот такие у нас, особенно которые консалтинг осуществляют, мы сейчас все уже прочти проверили, уже там тестовые закупки сделали, очень много интересного. К следующему совещанию будем докладывать. Коллеги, два коротких вопроса. У нас 2 августа очень важное мероприятие. Александр, пока спускайся, время не трать. У нас важное мероприятие. Мы, как и обещали, представляем карту инвестиционных возможностей Удмуртии. Уже подтвердилось достаточно много, значит, людей. Мы ожидаем и приезд Игоря Ивановича Шувалова. Для нас это некая очередная точка отсчета. Напомню, мы с 26 апреля договорились с бизнес-сообществами в этом направлении работать. Это, по сути, некая такая квинтэссенция нашей работы за все это время. Давай, Саш, коротко. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Начиная с конца апреля месяца группа сотрудников ряда министерств и ведомств правительства Удмуртской республики выезжает в каждое муниципальное образование нашей республики для того, чтобы провести полевое исследование и на месте посмотреть о том, какие же возможности для инвестиций есть в каждой территории нашей республики. Все муниципалитеты уже не по одному разу данная группа проехала, не по одному разу, потому что сначала мы опрашивали глав муниципальных образований, потом бизнес, сейчас потенциальных инвесторов. И вся эта большая работа выльется в презентацию карты инвестиционных возможностей республики, которая состоится 2 августа 2017 года в городе Ижевск.
на концерне «Калашников». Мы пригласим более 250 руководителей крупного, среднего российского и международного бизнеса, представителей других государств, чиновников из федеральных органов власти и представителей институтов развития для того, чтобы им рассказать о том, какие возможности сегодня может представить республика для потенциального инвестора. Помимо самой карты и конкретные точки для инвестиций на определенной территории нашей республики, будут представлены еще ряд интересных новых подходов в взаимодействии с потенциальными инвесторами от лица правительства Удмуртской республики. А можно следующий слайд? Еще один, чтобы долго не затягивать. Презентация будет состоять из 6 частей. Первая часть, мы расскажем о том, В первой части мы расскажем о том, какое место сегодня Удмуртия занимает в глобальном мире, о том, что мы даем мировой экономике, о том, какие возможности для международных инвестиций может предоставить Удмуртская республика. Во второй части мы покажем конкурентные ниши для инвестирования в нашей республике. В третьей представим топ-100 бизнес-чемпионов Удмуртии. Это 100 наиболее быстро развивающихся компаний в разных отраслях в нашей республике. Я здесь прерву тебя, коллеги. Я обращаю на этом внимание. Карта инвестиционных возможностей – это синергия тех предпринимателей успешных, которые работают на территории, и мы им отдельно посвятим время их презентации. Потому что, чтобы вот очень часто слышу, да вы-то лучше обратите внимание на тех, кто здесь работает. Вот это про вас, я обращаюсь к бизнесу. То есть нет никакой иллюзии, что, и правильно меня поняли, что мы ориентируемся только там на китайских инвесторов или еще на какие-то инвесторы, а как раз рубля или там доллара, евро в экономику Удмуртию меня не интересует. Будет это наш предприниматель или, значит, из соседнего региона или из какого-то государства. Поддержка, она в равной степени, и мы на это ориентироваться, будет для каждого. Но мы, естественно, не можем не отметить тех предпринимателей, как мы их называем, чемпионов, да, которые у нас есть. И для вас, я обращаюсь к бизнесу, это тоже будет возможность, потому что все основные институты развития будут. Один маленький элемент, вот чтобы наиболее полно использовать наше аппаратное совещание. Вот приедет один из руководителей Фонда развития промышленности, это подвед Минпромторга. С 1 июля, с позавчерашнего дня, они запустили специальную программу для предприятий оборонного промышленного комплекса. Я очень надеюсь, что все наши руководители оборонки об этом знают. Эта программа, если так в двух основных показателях, 750 миллионов рублей в одни руки, 1% годовых. Программа по конверсии. Знаете, молодцы, здорово. Не знаете, мы уже работаем. Михаил Макаров будет, отдельно с вами проведет сессию, но я уверен, что за это время те, кого это касается, проведут работу и уже не просто, так сказать, подискутировать, встретятся с ФРП, а представят и защитят свои проекты. Так вот, 100 предприятий, которые мы будем показывать, значит, на этом мероприятии, это про Удмуртию. Дальше. Да. В четвертой части мы покажем проекты в области государственного частного и муниципально-частного партнерства, которых мы тоже достаточно большое количество интересных нашли в рамках наших полевых исследований. Ну и в пятой части это новая модель работы с предпринимателями, клуб инвесторов. Это как раз то, о чем говорит Александр Владимирович. Инвестор в понимании новой модели работы с предпринимателями, он может быть и внутренний. Это те предприниматели, которые уже сегодня работают на территории республики, и они каждый день инвестируют в республику своим трудом и созданием новых рабочих мест, так и инвесторы внешние, те, кто только еще собираются в республику прийти и создать хотя бы одно новое рабочее место. Также 2 августа будет проведено первое заседание клуба инвесторов Удмуртской республики, куда будут приглашены представители крупнейших предприятий, работодателей, которые, как я уже сказал, уже осуществляют свою деятельность на территории республики. И, соответственно, в клуб инвесторов будут приглашаться те, кто инвестирует
инвестирует новые средства в экономику республики. По поводу новой модели работы с предпринимателями пока, наверное, анонсировать ничего не будем, но это как раз-таки то самое одно окно взаимодействия с бизнесом, которое должно быть создано после 2 августа 2017 года. Можно следующий слайд, он будет последний. Помимо самой презентации мы еще проведем стратегические сессии по отраслям, которые в ходе полевых исследований вместе с вами, с предпринимателями и представителями органов муниципальной и региональной власти мы выявили как приоритетные для развития экономики республики. Это и IT-технологии, и сельское хозяйство, и, конечно, высокотехнологичное производство, где мы рассмотрим отдельные возможности для инвестирования в каждый из данных отраслей. На этом, наверное, все. Работа точно 2 августа не заканчивается. На самом деле это будет только большое начало систематической инвентаризации всех инвестиционных возможностей нашей республики и систематического нового подхода работы с внутренними инвесторами Удмуртии. Спасибо. Спасибо, Александр. Коллеги, еще 2 коротких момента и будем заканчивать. Спасибо, присаживайтесь. Да. Коротко о визите президента России Владимира Владимировича Путина 27 числа. Помимо повестки об аварийном жилье, мы много сегодня говорили, не буду на этом останавливаться. У нас было 2 больших мероприятия сильных, где были еще те мероприятия, которые непосредственно касаются республику. На концерне Калашников, вы знаете, был съезд Союза машиностроителей, но также на концерне мы подписали с концерном Калашников соглашение и с агентством стратегических инициатив большое соглашение. Это касается не только кванториума, а вообще поддержки детей и молодежи в научно-технической сфере. Здесь большой задел, как оказалось, есть у республики. Большая работа проводилась эти годы. Мы неизменно, наши ребята, дети занимают призовые места на чемпионатах по робототехнике, по олимпиадам я вообще не говорю, мы там в тройке. Мы, соответственно, сейчас анализируем этот процесс, почему у нас после школы большая часть сейчас уезжает поступать из республики. Это, наверное, будет тема обсуждения с ректорским сообществом. Но точно, что систему нужно донастраивать, и тех деток, которые проявляют какие-то свои таланты, в общем, надо их поддерживать не только до окончания школы, но и в вузах, и наши предприятия точно заинтересованы в новых кадрах, высококвалифицированных кадрах. Поэтому было подписание соглашения, президент отметил, важность масштаба и так далее. Вы так шепчетесь громко, коллеги. Да-да, к вам. Спасибо. И второе мероприятие было, я еще раз хочу поздравить с 60-летием завод «Купол» и Фанила Газисовича лично. На территории завода во время визита Владимира Владимировича важное для нас мероприятие произошло. Мы очень сейчас плотно работаем с Российским экспортным центром. Удмуртия один из 10 регионов, которые вошли в пилот. Нас добавили уже в самом конце на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Пилот тех регионов, которые будут приниматься экспортные стандарты. И Петр Фродков, глава РЭЦ, вице-президент ВЭБа, представил Владимиру Владимировичу продукцию наших оборудованных предприятий гражданского назначения, которая либо уже экспортируется, либо имеет потенциал экспорта. Это был и Купол, Аксион Холдинг, и Эликон предприятие. Теперь наша задача, поскольку здесь перспективы очень большие, сделать так, чтобы эта продукция не просто вошла на мировой рынок, а и действительно в объеме реализуемой продукции предприятия занимала с каждым годом все больше и больше процесс, чтобы мы не только выполняли задачи президента по диверсификации экономики оборонных предприятий, но и, соответственно, увеличивали объем выпускаемых продукций. Тем самым важно, что эта продукция идет на экспорт. Прошло мероприятие классно, некоторые вещи действительно удивили президента, он там переспрашивал, сколько, допустим, солнечная батарея,
оказывается, мы можем, Эликон сделал прототип, который может быть на основе другой, чем кремниевый, это может быть в 2 раза дешевле. Это действительно очень сильно перспективный проект. У нас нет сомнения, что мы поможем с финансированием и с выходом его на серьезные промышленные объемы. Поэтому много еще о чем говорили с президентом. Некоторые, наверное, вещи будут чуть позже в качестве таких поручений. Мы проговорили и по поводу аэропорта, и по поводу проспекта Калашникова. Есть понимание, что и та, и другая наша просьба, инициатива, они актуальны для республики, но некоторое время нужно для того, чтобы сформулировать это в виде поручений. Коллеги, будем заканчивать. В заключение я хотел бы вас проинформировать. 16 июня 2017 года приказом министра юстиции Российской Федерации Филиппова Ольга Николаевна назначена на должность начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по